Ассаламу алейкум, в эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хациев. Сегодня у нас в гостях необычный гость. Это школьница 10 А класса Ахмат-Юртовской школы номер 2. Ее зовут Марьям Ахаева. Марьям, Машева. Так, председатель детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка, руководитель организации «Юные кадыровцы» по Курчалойскому району. Также Марьям пишет стихи, организовывает различные мероприятия в школе познавательные, это образовательные, верно? Вот. И тут написано еще, Марьям, что ты изучаешь психологию. А самое интересное, что играешь на скрипке и являешься лауреатом в конкурсе «Ученик года 2022 и 2023». Вот что тебя побудило, школьницу, во все вот эти вот сферы вот так вот активно заниматься этой общественной деятельностью? Если честно, я видела много разных людей, и я не хочу в этой жизни остаться серой мышкой, о котором никто ничего не знает. Ага. Хочу после себя что-то оставить. Расскажи вот про деятельность уполномоченного по правам ребенка. У нас в прошлом году, в мае, состоялась первая встреча, где собирались ребята из всех регионов Российской Федерации. Вот, я там впервые представляла Чеченскую Республику. Если честно, неожиданно позвонили. Моей маме сказали: собирайтесь, вы едете. Вот. У нас только недавно состоялся совет, где нас собрали, меня выбрали, сказали, что отлично подхожу, и вот туда отправляют. Там сказали, что все отлично представили, что Чеченская Республика зачтена, что активная республика, регион. Вот. А также там я представила, впервые заговорила о проекте «Дневник доверия». Это мой авторский проект, который сказали, что после реализации будет закреплен во всех школах Российской Федерации. Дневник доверия. А о чем он, проект? Если честно, целью является выявлять детей с нарушенной психикой, то есть детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. То есть это вот именно твой проект, и он будет внедрен по всем школам Российской Федерации? Да. Мои поздравления. Спасибо. Деятельность в организации «Юные кадыровцы». Я 4 года была активисткой, потом стала лидером школы, а после... Школы? Да, лидер школы. Есть активист, команда в школе. После лидер школы, а еще выше это глава района. Ого, круто. То есть я прошла все эти 3 этапа: активист, За какой глава. период? 4 года. Это 4 уже года. 5-й год. Вот будучи школьницей, тебе не трудно заниматься и этим, и тем, и третьим? Если честно, причиной стала... Кто тебя вдохновляет? Вдохновляет все окружающие меня люди, да. То есть в каждом человеке есть то, что я могу для себя на заметку взять. А мама не говорит тебе: слушай, доченька, вот слишком много ты на себя берешь? Нет, если Нет? честно, в основном мама меня двигает. Мама у нас и организатор в школе. Мама является, не знаю, человеком, который всегда мне помогает. И когда у меня что-то не получается, единственный, кто рядом, это только мама. И мама тоже является человеком, который направил меня на путь общественности, общественника. Хорошо. А жизнь в школе, как вообще твои сверстники, твои одноклассники относятся к тебе? Ты уже в 10 классе, а уже столько достижений. Как к тебе относятся? Я очень рада, что перешла именно в эту школу. У меня появились такие своеобразные одноклассники, учителя, которые рады в любое время. В общем, школа мне очень нравится. А вот сейчас, на данный момент, какие проекты, либо есть ли что-то такое, в чем ты участвуешь, и вот у тебя это первостепенное? Есть у нас в Федеральном детском общественном совете среди председателей у нас есть проекты, которые мы разрабатываем и идем к дальнейшей реализации. Вот, еще у нас онлайн-курсы тоже проходят. Я попала в проект «А если я?». Вот, идет дальнейшая разработка. Также мой проект, который, опять же, одобрен, «Дневник доверия». Сказали, что очень актуальная тема, и дальнейшая реализация тоже будет. А что сейчас школьники читают? Вот ты, допустим, что читаешь?
Что тебя вдохновляет, опять же, вернемся к этой теме? Я люблю искусство, психологию, иногда ужасы. Стивен Кинг, да? Да. Окей, хорошо. Тут, также вот тут написано, что ты играешь на скрипке. Это откуда? Кто тебе привил любовь к этому? Если честно, скрипку я еще в детстве видела. Вживую, конечно, нет. В интернете случайно наткнулась на фотографию, где девочка со скрипкой стоит. Стала читать, что это. Вот. Год назад, по-моему, мне купили скрипку, потому что я не отстала. Вот. И по счастливой случайности у нас в Доме культуры пригласили учителей. Вот, Айшат Рамзановна сказала, что надо развивать культуру. Пригласила учителей с Грозного к нам в село. Это же очень далеко. Вот. Теперь к нам в неделю 2-3 раза приходят учителя, группами учат детей, и индивидуально, конечно же. Вот, благодаря им теперь учусь играть на скрипке. А любовь к скрипке у меня, не знаю, как-то незаметно появилась. И как у тебя получается? Но учительница говорит, что я очень большая молодец, Да? что у меня получается, да. То, что другие учат за 4 года, я за эти 3 месяца уже выучила. А мы можем продемонстрировать это? Ну, я не совсем хорошо играю, но могу показать. Здорово! Наши операторы тоже хлопают, и даже наш зам. В прошлом году у нас состоялась первая встреча, где собирались председатели разных регионов Российской Федерации, куда я поехала со своим руководителем, директором нашей школы Милхаз Садулаевной. Хотелось бы еще ей сказать спасибо. Вот, там я представляла нашу республику, сказали, что по всем критериям все было хорошо, и впервые речь о моем проекте зашла именно там. Марьям, я от всего сердца желаю тебе успехов, удачи в твоей деятельности, и в общественной деятельности, и в целом в жизни. Хочу сказать, что наверняка, когда наши зрители увидят эту программу, будут рады тому, что будут видно, как все-таки хорошо работает и система образования Чеченской Республики, как хорошо работает и в школах учителя, что сумели подготовить такого хорошего, ответственного человека, то есть школьниц, как ты, которая даст наверняка много хорошего этому миру. И да, Аллах, я уверен, что у тебя огромное, счастливое, яркое будущее. Да, у тебя Беркатиел Дейресхол, что пришла сегодня к нам в эфир, в нашу студию. Я напоминаю нашим зрителям, с нами была в гостях Марьям Вахаева, ученица 10 А класса Ахмат-Юртовской средней школы номер 2.